Экспедиция под названием «Полюс холода» соединяет океан и достигла одной из ключевых точек своего маршрута. С экспедиционерами находится наш коллега Сергей Алексеев. Установка треноги с эмблемой экспедиции у границы Хабаровского края и Амиконского района Якутии на месте бифуркации реки Дюлькю – это историческое событие, уверены члены экспедиции. Уникальное географическое явление заслуживает того, чтобы о нем знали как можно больше людей. Бифуркация была привлекательна давно. Уже лет, как я знаю, лет 30-40 ходят туристы, спортивные туристы ходят и тянутся к этой точке. В 10 километрах от точки бифуркации у одной из лодок пробило дно. Почти тонну груза пришлось перераспределить по другим лодкам. Часть людей до места стоянки и ремонта судна добиралась пешком, но несмотря на изнурительный переход, участники не забывали и о научных задачах. Пробы воды и льда с наледи и осадков отбирались регулярно, а рядом с бифуркацией Дюлькю установили специальные приборы, которые позволят получить полную картину изменения температуры грунтов в зоне вечной мерзлоты во всем регионе. И этот прибор будет записывать температуру изменения почвы в течение нескольких лет, каждые 3 часа. Затем всю эту сеть сравнивают, анализируют и делают вывод. По старой традиции путешественников и первопроходцев экспедиционеры отправили в воду бутылки с записками, в которых указали свои обратные адреса, для того, чтобы впоследствии понять движение вод горных рек. 2, 3. Моя в охотку идет. Отметим, кроме важной научно составляющей части, спасатели Якутии на всем протяжении экспедиции проводят учебно-тренировочные сборы, на которых каждодневно отрабатывают навыки всех видов спасательных работ и выживания в условиях горных рек. Впереди еще более 2000 километров быстрой воды. К середине августа экспедиционеры должны доказать, что сквозной водный путь из океана в океан через бифуркацию реки Дюлькю действительно существует. Сергей Алексеев, Афанасий Николаев, НВК «Саха», Амиконский район.